Итак, мы стоим возле 14-й школы, 12-й там, да? 14-й школы. Значит, это тоже две школы, которые у нас построили в 30-х годах. Сейчас я посмотрю точно даты. 14-я школа в 37 году построена. Вот, 12-я школа, знаете, это школа, которая на перекрестке улицы, да, вот за ЦУМом там, вот это вот, да, Куратов и Интер, вот там 12-я школа. А? Олега Кошевого? Да, Олег Кошевого. Они построены в 30-х годах, каменные школы. Но чем интересна эта школа? Это первое здание, которое построила первая в Коми женщина-архитектор. Она планировала это. Но чем необычно это здание? Вроде как оно осталось таким же, какое и было. Ничего в нем не изменилось. Сейчас я попробую найти фотографию, которую хотел показать вам. Но есть один очень... Вот эта вот фотография. Вот. Это же школа. Видите, как построили, так она и осталась. Изменений практически никаких. Но один нюанс. Есть еще одно такое здание, которое изменилось. Но оно сохранило форму. Вот, если вы глядите на него, вы точно можете узнать, как выглядел Коми научный центр. Или школа для слепых и глухих, которые построили на горе, вот это возле Вечного огня. Вот это здание, оно сейчас трехэтажное, но оно было вот таким, именно таким. Это два типовых проекта. Коми научный центр или школа, ее строили как школу для слепых и глухих, и 14-ю школу. Вот они два одинаковых. То есть, если вы сейчас пойдете, он трехэтажный, все уже другой. Нет, она была именно такой. Вот Коми научный центр был именно таким. Постройки у того позже. У того позже, да. Я могу даже сказать, у меня здесь записано. Подождите, тут же вроде как будто два этажа. В 40-м году он построили. Здесь два. Здесь два. А там три. Потому что в 50-е годы надстроили. Там надстроили. А здесь два этажа. Здесь два этажа осталось. Ну, а вот эта часть. Ну, это мансарда такой вот, мезонинчик такой. Основная вот. эта часть. Да, это надстройка, это уже такие архитектурные вещи. Но чем я говорю? О том, что если вы хотите выглядеть, как по-настоящему выглядел Коми научный центр раньше, который возле Вечного огня, первое здание построено. Он построен именно так и было. Поэтому здесь вроде как все осталось как есть, а там уже, собственно говоря, все по-другому. Вот. Собственно говоря, с этим все. Вот, можно еще заметить некоторые такие здания, которые появились в 30-х годах. Банк появился в 30-х годах. В самом начале 30-х годов появился. Вот, там все деревянные здания были, они в 50-х годах уже появляются. Вот, все здесь было практически деревянным. Дом специалистов тоже появился уже после войны. Вот, то есть здесь тоже деревянные дома были. Вот, так что пока деревянный город, но вот в 50-х годах начинается бурное строительство. У нас получается два этапа. В 30-х годах началось бурное строительство каменных домов, но они были единичными. Там гостиница, банк, значит, пединститут он в 41-м году построен, общага пединститута в 41-м году построена. Вот, да, и еще, вот сейчас мы поднем, и я вам расскажу про несколько зданий, которые были построены еще чуть позже, и потом там было одно необычное решение, о котором я расскажу.